И возникает сомнение, есть ли будущность у нашего народа, имеющего свое государство, которое бы отстаивало национальные интересы. Вот эти сомнения нас на самом деле беспокоят. Правильно я рассуждаю? Государства у нас нет? Ну, фактически оно есть. Оно есть. Да, оно есть. Я согласен, что оно в рамках федерации, оно в значительной степени подчинено, скажем, федеральной власти. Но формально эта структура существует, и отчасти какие-то функции выполняет. Ну, скажем, 100 лет и этого не было. 100 лет назад этого не было, правильно? Поэтому, как бы на сегодняшний день мы какой-то этап имеем, но нас этот этап не устраивает, мы хотим двигаться вперед. Нас беспокоит, что все эти формальными вещами все и закончится, может быть, даже и как бы окончательно, если наблюдать последние, скажем, 10 лет, 8-9 лет, то на самом деле и государство потихонечку начинает терять свои реальные функции по защите национальных интересов. Поэтому я думаю, что прежде чем задуматься о том, к чему мы должны, как стремиться, какие цели сформировать, прежде всего нужно определиться, что как бы мы ни думали, все в значительной степени зависит от того, как будет развиваться Россия. Вот без оглядки на то, как будет развиваться Россия, какая у нее будущность, без понимания возможных вариантов этого развития, мы каждый раз будем, скажем, решать какие-то локальные вопросы. А стратегическое, масштабное видение будет ускользать. Так вот, я предлагаю в первую очередь задуматься, как, на наш взгляд, будет развиваться Россия в ближайшие, там, скажем, десятилетия. Потому что от того, как будет развиваться Россия, и зависит развитие Чувашии. Правильно? Вот вне развития России нам ничего не удастся сделать, без учета того, как будет развиваться Россия. Так вот, здесь несколько вариантов развития, на мой взгляд. Первое. То, что мы сейчас наблюдаем, будет постоянно конфедеративные, скажем, условия развития различных народов на территории России постоянно нивелироваться, исчезать. И в итоге мы получим то, что пытались сделать при Советском Союзе. Какой-то один абстрактный советский народ. Ну, тут будет какой-то один абстрактный российский народ. Будут какие-то небольшие декоративные, типа в Америке, резервации, какие-то отдельные, так сказать, незначительные национальные структуры. Башкирия, татары, чуваши. Нас это не устраивает, конечно. Это ужасная перспектива. Но такое исключить невозможно, правильно? Вот если так будет, то тут, конечно, в этом направлении, если это будет двигаться, но я думаю, что в этом случае, конечно, действительно необходимо будет эти жесткие организации создавать и всеми силами, любыми способами бороться. Но это первый вариант. Второй вариант. Я думаю, что второй вариант, и он мне представляется более обоснованным, более перспективным, как бы имеющим все основания для развития. Это вариант, то, что мы имеем сегодня в Объединенной Европе. То есть европейских стран? Да, то есть есть, скажем, общая конституция, есть общая валюта, но все полномочия остаются в пределах каждого государства, национального государства. Причем, если Европа от национальных государств шла к объединению, то я думаю, у России перспектива такая, что от объединенного государства будет движение к предоставлению, к делегированию все больших и больших полномочий национального государства. По такому пути Россия не пойдет никогда. Почему? По европейскому стандарту. Почему? Почему? А у нас, видите, первый вариант мы уже рассмотрели. Вот вы, на самом деле, когда говорите, Россия по этому пути не пойдет, вы говорите, будет так, как я обрисовал в первом варианте. А в первом варианте это просто исчезновение, там 50-100 лет и все. Понимаете? А тогда будет война. Мы так договоримся.
не прерывать это, потому что мысль это. Поэтому я думаю, что для нас как бы интересно рассмотрение второй стратегии, второго варианта развития. И вот здесь мы начинаем себя чувствовать востребованными с нашими идеями, с нашими мыслями. То есть нас уже интересует, а что мы, если так Россия будет развиваться, что мы можем предпринять, имея в виду, что так будет идти. Почему я думаю, что так будет развиваться? Ну, потому что на самом деле все крупные государственные объединения вынуждены по такому пути идти. А современная технология, современная организация общества требует такого. Возьмем те же Соединенные Штаты Америки. Это Соединенные Государства Америки. States – это государство. Европа – это тоже объединенное государство. Они не просто как бы их жизнь заставила какие-то ресурсы объединить, какие-то функциональные, так сказать, государственные функции объединить, передать, так сказать, делегировать надстройки, ну, там вот в Страсбурге у них суд конституционный, валюту объединили, вооруженные силы, но не более того, потому что дальнейшее объединение, оно приводит к тому, что начинает исчезать национальное различие, что как бы неприемлемо для народов, живущих в Европе. Мы просто должны двигаться в обратном направлении. Я думаю, это будет происходить. На самом деле, если посмотреть историю развития России, в общем-то, в значительной степени так и происходит. То, что какая жесткая ассимиляция происходила, скажем, 2 века назад, потом 100 лет назад и сейчас, и нынешнее положение вещей, это в значительной степени различается. Даже 30-40 лет назад такого расцвета общественных организаций, такого расцвета национальной культуры не было, как мы сейчас видим. И это естественное движение народов, правильно? И оно дальше будет происходить, я уверен. И этому противиться федеративным структурам, это просто рубить сук, на котором провоцирует различного рода национальные столкновения, правильно? Поэтому этот процесс будет происходить. Так вот, в этом процессе что мы можем реально сделать? Я согласен с Николаем Егоровичем. Все организации, все структуры, все формы приемлемы, все хорошо. Все замечательно работает на общую цель. Благо чувашского народа, его дальнейшее развитие. Но чего-то, на мой взгляд, в настоящее время недостает. Это вот как раз тот второй пункт, который вы сказали. У нас вопросами культуры занимаются, вопросами языка занимаются, государственные институты как-то развиваются. У нас нет на сегодняшний день мощного интеллектуального движения. Мощного интеллектуального движения, которое бы задумалось над судьбой нашей нации. Как она дальше будет развиваться. И у нас нет этого интеллектуального клуба, который бы постепенно, настойчиво, упорно создавал бы имидж, создавал бы, скажем, гордость за нашу нацию, пропагандируя различные идеи будущности нашей нации. Как бы это точнее выразить, понимаете? Вот на самом деле нация сохраняется в первую очередь, когда сохраняется ее интеллект. Не танцы, не песни, а ее интеллектуальная, так сказать, сила. Это 3-5% населения, но вот они и сохраняют. Нам в первую очередь нужно заботиться и поставить целью нашей организации, такой, ну скажем сейчас, как общественный клуб, развитие этой стороны интеллектуальной. Создать интеллектуальный клуб, начинать печатать какой-нибудь альманах, какие-нибудь научные исследования публиковать и постоянно поднимать гордость за нашу нацию. Тогда и до семьи, до каждой дойдет. Тогда и на уровне молодых людей возникнет ощущение, что мы вносим среди других народов России вот это вот ощущение, что мы идем впереди. Тогда появится желание не просто... Вот чем язык привлекателен? Если он привлекателен только для песен и для поэзии, это хорошо. Но если он интересен с точки зрения получения информации, которую невозможно получить, не прикоснувшись к первоисточнику, он становится мало интересен, правильно?
Необходима информация, которую можно на этом языке читать. Язык можно сохранить, если эту информацию на нем на расход. Как бы формулировать и передавать. И в этом движении, в интеллектуальном движении, в первую очередь нужно избавиться от посредничества российской культуры. Во все предыдущие века Россия действительно выступала как бы для чувашской культуры, для ее архаичных форм, как бы средой, в которой чувашская культура стала развиваться. Алфавит появился, появились переводы. То есть окружение русской культуры, ну, оно как бы естественно было в то время. Но сейчас мы переросли. Если мы постоянно будем оставаться в пределах этого окружения, этой оболочки, то чувашский язык, чувашская культура, он так и останется в роли этого пасынка. Нужно преодолеть эту зависимость. Нужно вот это движение интеллектуальное, оно должно поставить своей целью вытащить культуру, вытащить интеллектуальный уровень, культурный уровень на равное отношение, равное прямое общение с другими культурами. И в первую очередь с мировыми, конечно. В первую очередь то, что мы имеем в европейских языках, в азиатской культуре, та же самая китайская, японская культура. Вот это нужно избавиться от костылей, нужно избавиться от посредничества русской культуры. Ее надо изучать, но если постоянно через нее мировую культуру усваивать, ну это постоянно всегда зависимость будет оставаться. Это всегда будет опасность ассимиляции и искушение отказаться от чувашского языка. А зачем он? Когда можно мировую культуру через русский язык узнавать, значит, надо русским языком заниматься. А если у нас будет как бы принципиально изменен взгляд, фундаментальный сдвиг сознания в том, что чувашская культура, скажем, чувашский язык, английский язык, русский язык, и они равноправны, тогда мы внушим вот эту вот уверенность и в подрастающее поколение, и в своих детях, и в своих, скажем, внуках. Вот это ощущение необходимости сохранения чувашской культуры, потому что она на самом деле становится равной. Вот эту мысль я хочу донести. И третий вариант. Третий вариант такой, что Россия, скажем, не будет двигаться, вот, как вы сказали, допустим, сильнейшее противодействие федеральных структур придет к тому, что вот такой вот спокойный, постепенный эволюционный путь к тому, что Россия приведет к состоянию объединенной Европы, возможно, это не произойдет, и тогда произойдет переход к методам взрыва, методам междоусобицы, методам того, как развалился Советский Союз. Такое невозможно исключить, правильно? Теоретически такое возможно. Мы действительно, наблюдая историю, видим, Советский Союз развалился. Такое теоретически допустимо и с Россией. Это, конечно, крайне нежелательный вариант, потому что это разрушение, кровь, несчастье. Но, тем не менее, если такое случится, такое возможно, наша задача иметь действительно наготове какие-то варианты действия, какие-то наготове схемы, формы действия для того, чтобы когда случится подобное, все не находились в состоянии ступора, не знали, что делать. Правильно? Вот поэтому я думаю, что в первую очередь нужно создать не жесткую структуру с сильной дисциплиной. В первую очередь нужно создать интеллектуальный клуб, который будет тщательно рассматривать все варианты развития событий. Наладить отношения с такими же интеллектуальными центрами, которые существуют у нас по России, в Питере, в Москве, в Екатеринбурге. И вот этот вот образ будущего, который на глазах наших формируется, для себя его уяснить.
и иметь разные варианты, возможные варианты действия. И, конечно, иметь разные структуры.